Так, чутка якутских просторов засниму. Всем привет. Алдан прошли, вот Арачон второй. Ну, вот такой асфальтик здесь идет. Ну, в принципе, до Тита асфальт. Сейчас был кусок гравийный еще в прошлом году после Большого Немныра, но уже все, закатали там новый асфальт. Тут, видите, кое-где еще снег в горах. Так, за стекло извиняйте, но я мошек как мог обруливал поначалу. Ну, потом уже смысла нету. Оно еще вот эти вот черненькие с крыльями, это видно, муравьи на крыло встали. Ну, вот когда у них там вылетают эти из гнезда. Ну, типа новые колонии основывать или что они там делают. Ну, короче, крылья у них появляются на некоторое время. Всех не обрулил, в общем. Тут несколько сотен попало. Это мы к белой подходим. Ну, чуть-чуть сниму так, чтобы это говорят, что-нибудь снимай. А что-нибудь снимать непонятно что, в общем. А тут вроде так и места живописные. Все. Ну, не знаю, как там будет фокусироваться камера. Может, не сильно мошек-то и не... Ну, как бы и не видно будет. Мне они особо не мешают. Сейчас просто начать если мыть, оно размажет, точно хуже будет. Это уже там остановиться щеткой где-то подраить. Обычно на вечер это делается. Ну, потому что в темноте уже начинает там мешать. А днем как бы нормально. Фокусируешь взгляд так, чтобы эти мошки не попадали. Туда симпатичные такие гольцы, наверное, называются. Ну, сопки без деревьев. Одни камни, даже ничего не растет. Ну, не солнечная сторона, снег остался. Хотя на улице плюс 22. В Томот проезжал сейчас, там 29 плюс был. Прям хорошо потеплело. Ну, мы от Томота все время наверх идем. Ну и плюс вечереет. Все до кучи, в общем. Все факторы. Сейчас до Тита доедем, там и снег может идти. Навряд ли, ну, такое тоже не исключено. Здесь в июне снег, как бы это, как запросто. Сейчас на белую за угол завернем и хара снимать. Так, чисто для общего представления. Так, что от Якутска сейчас вот получается на... за Улу там новый асфальт кладут сейчас. Ну, пока в одну сторону закрыта полоса это. Ну, сам факт, что уже начали. То есть до осени тут нормально еще добавится асфальта. Получается, ну, сейчас там криво за Улу, в принципе, участки есть такие, ну, едешь медленно. И потом возле Тита в сторону Хатыми, вот эта реконструкция кривоватая. Чульмаканская петля, тоже в гравийке, но там начали какие-то работы по расширению. Ну, начали непонятно только куда они как выход будут делать. Или просто расширяют. Или будут с Чульмаканской прямо отсыпать там. Ну, пока не ясно. Вроде как. Ну, на верхушке именно. Начали со стороны Нерингри там делать. Выемку, в общем. Там прям бульдозер этот завезли. Этот Caterpillar T10. Ну, обычно такая техника, ну, надолго приезжает. Потому что, ну, до 10 его так на трале не повозишь. Он там что-то под 90 тонн весит. Т10Р. Ну, Т9 я возил как-то на трале. Он, по-моему, там 60, что-то такое, чуть больше 60. А Т10 прямо кабан уже. И это такая техника, что привезли какой-нибудь в карьеры, он там роется, никуда его не возят. Вот это на белую. Ну, тут тоже, как бы, когда первые снега, можно побуксовать подъемчик. Крутоватый, с зигзагом. Ну, то есть на него не раскочегаришься, как обычно, все газ в палас там. Залететь, ну, будет поворот, в общем, здесь такой. Не прокатит вы в него километров 60, даже, наверное, не повернете. Вот я 40 иду. Ну, может, повернете, а раз получится
на другой раз не получится. Ну, в таком стиле, как бы это. Тут в натяжечку все. Ну и сюда ж поворот тоже. Тут бывает, если невнимательно, можно приехать. Тут зимой было. Вон от рефа, да, куски валяются. Забор пробивал. Прямо, ну, поворот не попал, в общем. И тут как бы вроде на спуск. Если не обратить внимание, там вот картонная гаишная машина, вроде там знаки, туда-сюда 30 стоит знак, а так дорога вроде широкая, да, и вот тут поворот такой неожиданный. Ну, если зевнуть, там сидеть о своем чем-нибудь. Видите, сколько это, ну, щебня такого мелкого по обочинам. Это ж посыпка, посыпают, наверное, со снегом. Снег стаял, столько посыпки осталось. Подъем, видите, дальше уже все нету. Все это нормально. А эту сторону тоже посыпают, чтобы тормозили там люди. В общем, хорошая куча. Такой щебень в сантиметр. Сыпят на всякий пожарный. Чтоб уж точно. А, это была Белая гора, все, я это все рассказал. Ну, подъем на Белую, сама Белая, по-моему, это или слева, я все забываю. Слева как-то ее не видно, да? Какая из них белая? Я уже спрашивал, мне кто-то писал, она вот такая, они, ну, типа, она белая, в общем. Но они зимой тут все белые. Ну, наверное, по названию самая высокая должна быть. Высокая вроде вот эта. Ладно, все, в общем, выключаюсь. А то сейчас трындежа будет до Хатами. А тут еще километров 130, наверное, ехать. Ладно, включусь там на Титу уже. Глянем, что так, как обстановка. Ну, тут видите, как своим ходом едут. Ну, карьерные такие, как бы средненькие, типа БелАЗов, 40-чи. Сани китайские. Обычно на трале везут. Ну, он по ширине, видите, какой карьерный самосвал. Ну, тут можно. Я сам тут, когда ездил на трале, тут, блин, никто этот отвал не снимал. ГАИ доведет до этого. В Чульмане там, типа, давай дальше. Езжай, едешь с отвалом. Ну, во все стороны. Ну, он, в принципе, нормально, его видно. Мигалка мигает, в нем отражается. Поехали. Видите, китайцы быстро, да? Сани, это же спецтехнику всякую делают. Он уже карьерные самосвалы и что хочешь, короче. Есть спрос, сделают, что захочешь. Это может как раз там в Нижнем Куранахе такие, типа, ну, 90 тонн там максимально, по-моему. По-моему, Катерпиллеры, Камацу там есть. Ну, самосвалы бегают через дорогу, как раз там с карьера на фабрику возят породу. Так чутка природы, в общем. А, вот тут на оперативный простор выходим, видите, все видать далеко. Ну да, чуть дорожка начала портиться, тут уже видно. Ну, латки стали появляться. Ну, зато оперативно, как бы, не дают им разрастаться. Тут прыгун, видите, где? Тут амплитуда побольше, раз по встречке. Ну, тут свобода, видите. Там никого, сзади никого. Ну, в зеркала надо посматривать, конечно. Ну, тут в плане движения не сильно много. Я когда вообще ехал на перегруз, именно уже паром закрылся, и с меня забирали, ну, вездеходами этими через реку. Тут вообще по трассе пустота была. Ну, это я уже когда был, 27-го, по-моему, я приехал, апреля. Там даже, ну, у меня там есть видео этот. Зелки 131. Один был 100, какой он там, я не знаю,
Ну, короче, 56-го года там, как водитель, который на нем сказал, 56-го года машина. А раньше старая дорога, ну, в принципе, да, здесь проходила, это вот эту выемку обходили, ну, там стороной старая дорога была. Сюда как-то оттуда выезжали, сюда напрямую. А сейчас там, не знаю, не видно, ладно. Ну, было так. Это под лэп там расчищено, это не то, она чуть-чуть в стороне, по-моему. Ну, ладно, в общем, едем дальше. Так, а это дальше. Вот мы едем, вот Васильевка, где был лагерь, что уран добывали. Тут, видите, на улице плюс 18, а все равно лед везде намерз, ничего не растаяло. Ну и вот зимой не видно, вот большое здание есть там за деревьями, а тут вот еще остатки. Ну как-то бараки, там видно уже основания остались. Ну да, тоже все позаросло, сейчас тоже не видно. Ну вон там частично строение. И главный корпус там. Какие-то заборы, тут что-то еще. Ну и вот это здание в 3 этажа там основное. Ну, в принципе, да, на камеру, наверное, вообще ничего не увидишь. Она как-то отдаляет все равно, глазами лучше. Ну, в общем, да, было тут место такое. Ну, да, снег еще вот, где солнце не светит, все на месте. Пока. Ну, это сегодня, может, потеплело еще. Как-то я проезжал 5 градусов, было пасмурно. Это заборы стоят, это чтобы не заметало. Ну вот это, по-моему, кресты вот памятные. Здесь по поводу что находили захоронения там. Там даже сделали как, ну вот дорожка и типа часовни такой. Да, вокруг тут, видите, кедровый сланник. Ну, шишки, в принципе, да, такие, как кедровые, только помельче все. В общем, едем дальше, да. Это вот на подходах к Титу, вот сама гора. Это получается, ну вот мы за нее будем заходить, вниз спускаться. Вот за ней, ну как раз вот это вот ложбина, где снег лежит. Ну, в общем, вот она. Тут пока асфальт, видите, какой. Так, это у меня вибрирует руль при пересечении. Видите как? А, он второй раз не хочет. Сейчас что-то. Ну ладно, он, наверное, видит, что я это рулем сам рулю на разметку. Так, опять я заранее, да? В принципе, когда на повороте было прямо видно, да, его. Хотел заснять, пока собирался с камерами этими. Ай. Ну и все, вот асфальт заканчивается, подъем и туда на спуск. Ну ладно, сейчас я уже тут особо ничего интересного. Вон пыль столбом впереди, это начинается гравийка, ну и километров, наверное, 8, где-то так, там по реконструкции сейчас покажу, что там будет.
Ну и вот тут на горе Нерюнгринский район начинается. Тут, видите, такое все каменистое, что ничего не растет даже. Ну, высота здесь 1360 над уровнем моря. Ну, наверное, вот тут она 1360. Хотя, как бы указано, что перевал сам 1000, может здесь 1360, там повыше. Ну, не суть, но я имею в виду, что не какие-то километры там. Тут, по-моему, да, становой хребет там 2 с чем-то высоты. И Верхоянский, по-моему, хребет в Якутии. Это когда на Магадан будете ехать за Усть-Нерой там. Ну, понятно, что не по трассе, но там что-то в районе 3, по-моему, есть горы. И тут, видите, далеко, видать. Ну, вон, по-моему, Тынду видно. А, не, это Серебряный Бор, наверное. Так, ладно, что-то я... Поехали вниз. И вот это вот с той стороны я вам показывал, вот эта гора лысая. И вот видите, тут снега еще такие лавиноопасные нависают. Так, что-то... «16 градусов в плюсе». Ну, видно, плотно снег лежит, что это... Ну, не получается у него растаять резко. Ну и все, и там вот внизу вот пыль столбом. Это ж реконструкция будет. Так, надо только смотреть на дорогу чуть-чуть. Так, ладно, я сейчас 6-ю воткну. А то он что-то... Машина пустая, но кочегарит она прямо тут бодро. Ну, а тут ледники нависают. Ну, это не ледник, конечно, но снег наметает там всю зиму. Ну, наверное, плотно так. Грубо говоря, плюс 16, он же начинает подплавляться, уплотняться. А солнце на него, получается, весь день особо не светит в этой ложбине. Вон туда августом. Вон, видите, 6-я передача на горняке. Понесся куда-то. Капец, просто не держит. Хотя даже вот идешь по Байкалу где-то груженный, да, там на 7-й груженный держит, а тут на пустой 6-я не держит нифига. Как-то на Титу что-то там со знаком, короче, напутали. 10. Ай, 10 стоит. А тут вот место, это как бы, ну, покруче, вот где обычно первые зависают. А как-то раньше было, когда вот еще батя там на МАЗе ездил, все время почему-то в повороте проблемы были. Ну, дорога в целом поуже была. Тут уже, когда радиус вот этот сделали, ну, широкий, что можно, наверное, скорость повыше попадать в него. Все по встречке проходят там. Как-то попроще стало. Ну, все равно тут, я же говорю, горняк, который... Вот я шел на Байкале, да, вот это 14% спуск, я с 27 тоннами, ну, я, по-моему, с 7-й начинал, но обороты подходят, я 8-й, ну, там короткий спуск, ну, и как бы там уже на 10-й, наверное, там чуть притормозил и в поворот, спуск закончился, а тут несет, я вот тормозами торможу просто, потому что она куда-то летит непонятно. Ну, я рассказывал, да, про это уже раз 18, наверное. Ну, каждый раз, когда здесь проезжаю. Ну, вдруг кто не видел. Все равно, как бы сценарий же не пишется. Ну, что, какая-то новая информация, может, проскочит. Ну, вот тут, значит, в этом мраке реконструкция дороги, да. Так, сзади я обогнал Вольво, там с газовой бочкой такой от железнодорожного вагона ехала. Я так еду на расслабоне потихонечку.
Надо поглядывать. Что, может, с бочкой как отвалить? Помешать неохота. Я 35 спускаюсь, вот вроде сейчас вот горняк додержит. Вот это вот ответвление, как бы оно уже давно. Здесь вот в советское время как-то даже Т-170, да даже и не в советское, а вот, ну, до 2010-го тут было как-то бульдозеры дежурили. Стоял типа домик у них там. Ну, в советское время тоже, да, было. А потом как-то начали тындырить всех. То те, то эти обслуживают. Непонятно, как было тогда зимой. Я здесь смотрю, на Титу никто не буксует. Думаю, о, блин, нормально. Также еду пустой в ту сторону. Потом за угол заезжаю, там на спуске вся банда там стоит. Поехал дорожникам же, рассказываю им, говорю, там все зависли, вообще ничего не посыпано. Они говорят, это не наш участок, тендер был, вот перед Титом кусок выиграли, и они сидят в малом Немныре. А типа эти, кто Тита обслуживают, им тоже тогда запретили и таскать, и все такое. Ну, короче, тут народ сам. Ходят с лопатами, даже хотели отсыпать, там даже кучек не было по бокам, как бы. Ну, где, что взять. Ну и все, вот видите, расширяют здесь, что-то понасыпали, понаравняли. И какая-то дорога отходит там в ту сторону. Непонятно, кто говорит, это объезд Тита, кто-то говорит, что это куда-то там к нефтепроводу относится, к газопроводу. В общем, непонятно. Ну тут, видите, они вот трубу поменяли, что-то в эту сторону. В общем, объезд вот же был. Пока вот по таким кирпичам тут. О, бля, он газанул, аж по таким камням аж полетели. Ну там дальше будет такая дорога, что и на джипе, по-моему, быстро не поедешь. Он так бодро поехал. Вот сейчас вот будет трамплин. Он уже тормозит. Там, видите, вниз типа спуска. И дальше пошло, я так понимаю, самосвал когда сыпет и равняет, да, бульдозер или что-то такое. Они, видно, не под основание брали самосвал, то, что привез, а верхушки. И получается, ну как, верхушки позбивали, и дорога вот такая. Ну как, не знаю. Ее потом уже не уплотнить ничего. Каток едет, наверное, трамбует и точно так же рельеф повторяет. Как кучи насыпали, грубо говоря. Они все равно, когда ссыпается, какая-то самосортировка идет. Ну вот уплотнение. В общем, вот как вот здесь, типа раз, ну, нырки эти. Ну, в общем, тут вот меняли трубы они, вот новые позакапывали. Ну, то есть, получается, как бы меняют трубы в эту сторону. В общем, посмотрим. Это все равно точно за лето не сделают. Если тут вокруг Тита какой-то движняк начинать, это, я не знаю, там года на 3 минимум, наверное. И то такими темпами надо, ускоренными. Что там вот как в Соловьевске уже сколько копают выемку. Там по сравнению с Титом, считай, ни о чем. Так они уже сколько там ее. Ну, я имею в виду по объемам самим. Там Альдогоево, да, закончили. Тоже долго стояли ж объезды эти. Я уже не застал. Я, получается, машину в октябре начал ездить. А Альдогой, по-моему, запустили уже, ну, короче, в августе или что-то такое. Ну, за месяц буквально. Уже за 2 до того, как. Я-то еще видосы смотрел, когда машину ждал, там народ. Ну, вот, где насыпь идет, там съезжали, заезжали, такие подъемы были, что и летом буксовали, там чуть дождик брызнет, или даже по сухому, у кого загрузка плохая. Ну и сам Альдогой старый, так бы там, ну, может, как-нибудь надо остановиться, показать его. Там его видно с насыпи, как бы одна часть и вторая, где выход последний за ворот. Он узкий и такие, как тещины языки там.
Ну, был. А теперь там, конечно, они выемку сделали, насыпь насыпали. Так, вот сейчас начнется. Это еще кусочек дороги, она как и бывает, ну, старая отсыпка. А там вот дальше уже, не знаю, наверное. Так, можно же объехать, там есть место, да? Вот трубу новую закопали тут. Ну вот они, видите, новое место, да, вот щебень, катки стоят, все. Бульдозер вот разравнивает уровень, там они выходят. Видите, какое камни с чуть песком. И вот катают. Потом, видно, мелкой фракции уже под асфальт когда-нибудь. А так будем ездить вот пока вот так. Ну тут еще вот ничего. А дальше вот скорость, видите, какая машина догоняю. Потому что тут сейчас начнется вот то, о чем я говорил, как вот вроде и каток здесь был, бегал, да, но так себе скоростной участок, но привет резине, как говорится. Нам-то что, сиди за руль, держись. Так, это что-то я ж на механике еду, я уже тут, у меня обороты упали. Не, ну она, в принципе, как бы, если совсем не заглохнет, она все равно, типа механика, но все равно воткнет нижнюю передачу. Просто на автомате он лишнее начинает пытаться там воткнуть восьмую, и начинаешь одно его обратно, он тык опять. Он смотрит, нагрузки нет, хоп, повыше передачу. Тут же момент максимальный уже с 950 оборотов на ней. И получается, что ему не напряжно. Ага. Кивнули, махнули, да. Ну, вдвоем веселее, конечно. Ну, на коротка ездить. Так, скоро Хатыми, пойду. Шурпа с бараниной, если будет вкусная у них. Ну, я хожу, которая слева, кафешка. А раньше, когда тут был, что-то вправо все время ходил. Ну, я и там был, в принципе. Там просто стоянка с этой стороны большая. А с той стороны, как бы, типа, вдоль дороги. Ну, как-то неудобняк стоять. Там обе кафешки, короче, вкусные в Хатыми. Как будете ехать, не проезжайте, в общем. Потому что в Алдане там как-то, ну, непонятно бывает. И места негде стать. В Тамоте, ну, более-менее нормально тоже. Там столовая, по-моему, одна и все. В Улу, ну, сейчас ехал, я заехал, работала, а то зимой как-то ехали, там все закрыто было. Ну, машин мало, честно говоря, люди на энтузиазме там занимаются этим, там, грубо говоря. Денег не заработаешь, 10 человек в день, когда проезжает. Ну, потока там нет, ну, просто что, самих машин нету. Так, я бы хотел бы свернуть что-то на место КамАЗа. А он бы хотел тоже, наверное, свернуть на мое место. По притоптанию тут вроде как. Ну, пустому проще ехать, конечно, по таким вот. А когда вооруженный едешь, выглядываешь каждую каменючку, где что, как там. Еще сколько ехать? Ну, наполовину проехали, где-то так. Ну ладно, тут в принципе интересного мало. В общем, как на корабле, вот потихонечку переваливаемся. Так, КамАЗ. Сейчас я буду уходить. Ну, не очень резко.
просто вот это, видите, когда рыхлый камень, ну, именно надо хотя бы в колее как-то держаться, то может какой-нибудь гранью так-сяк там и резануть вам колесико. Ну, по идее, они такие не сильно остро выглядят. По идее. Ну, у резины интервью взять, но она не дает интервью, да. Получает сейчас максимальное удовольствие. Говорит, это мы где? Ну, подняли нормально. Ездили, старая дорога была, ну, так вот где-то на уровень с землей. Что-то они тут навалили прям нормально. Но тут, кстати, и подъемчик был, по-моему. Что-то они, видите, высота какая. Ну, насколько я помню, не было такой высоты насыпи старой. Могу ошибаться, но как-то вроде не было. Чтоб так высоко. В общем, крадемся дальше. Выключаюсь. Ну, в общем, в целом такая дорога. Скорость, сколько там, 15 у меня или сколько? 8 км/ч еду. 8, 7, 7, 8. А тут 5,5 километров. Ну, короче, около часа езды. Смотрим по сторонам, ну. Да, я забыл выключиться, да? Ладно, тогда едем, смотрим дальше. Еще часик. Так, где-то отворот еще ж должен быть. По-моему, не проехали мы его. Дорога. Ну, только непонятно. Вот там вот эта железка идет, по-моему, там выемка. Вот виднеется впереди в лесу вот это вот. Или могу ошибаться, по-моему. Не, наверное, нет. Тут же еще с советских времен есть в районе Хатыми железорудное месторождение. Его так и не начали осваивать. Может, это на него уже дорогу лепят. Тут же как бы в советское время, когда Нерингли в 1975 году основан, да, и партия сказала, все вперед. Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Там был большой разрез Нерингринский, обогатительную фабрику построили. Ну, под нее ж в Серебряном Бору ГРЭС построили. Там все эти ЖД начали тащить. Сначала автотранспортом все возили. Вот батя у меня тоже на МАЗе с Невера все возил. В 1977 году туда приехали. Ну, как бы такое все. Батя, говорит, приехал. Новые МАЗы рядами стоят, эти 504-е головастики. Тогда он, говорит, первый раз их увидел. Хотя батя у меня приезжал сюда с отдела главного конструктора. Он работал на КамАЗе водителем-испытателем. Ну, он и завод строил, ну, когда там и на Зилках там еще были. А когда уже завод построился, там уже, ну, как говорит, знакомый какой-то сюда приехал, говорит, нормальная тема. Комсомольская ударная стройка тогда, что КамАЗ строился также. Толпа со всей страны приехали, все, построили автозавод. Потом поехали сюда, ну, здесь уже остались. И все с Невера на машинах возилась. Параллельно ж эта железка, ветка от БАМа, от Инды сюда шла. Ну, как такая, знаете, глобальные задачи ставились и строилась посреди леса все, что хочешь. А сейчас, ну, вахтовый поселок. Вот Эльгинское месторождение в Нерингринском районе тоже находится. Самое крупное в мире месторождение коксующихся углей. Все, там вахтовый поселок. Ну, железку туда протянули, да. На этой железке Мечел, по-моему, и разорился. Ну, они не разорились, но, по крайней мере, всем должны. А это же они же купили
Нерюнгринский разрез, он уже как бы ресурс у него вырабатывался, а к нему, по-моему, в придачу было эльгинское месторождение. Как-то так. Ну, могу ошибаться там в деталях, ну и все. Раньше было Якутуголь, просто объединение государственным участием. Потом продали Мечеву это все. Ну, Мечеву начал строить железку туда уже, к Эльгинскому. А сейчас, по-моему, эльгинское месторождение, ну, продали, забрали, там, не знаю, на баланс ЖД передали. Ну и вахтовым поселком уже никто там не будет заморачиваться, город строить. Нерюнгри-то, в принципе, он такой весь. Тут и домостроительный комбинат был крупнопанельный. Как бы таких особо бараков-то и не... Ну, как вначале в палатках жили, потом брусовые домики. Ну, их там уже на Чурапче, там чутка, наверное, осталось еще. Но переселяют там людей потихоньку. А так, в основном, город весь из плит уже сделан. Ну и все, и Советский Союз закончился, и тут вся Уфа закончилась. Все сразу резко никому не надо стало. Последний там объект в городе такой крупный, это стадион крытый там на 3, ну, скрытый стадион, беговая дорожка, стандартное футбольное поле там. Ну, огромное, он его даже с космоса там видно. Оранжевый такой квадратик. Стройка была. Это еще Якутуголь строил. Там, ну, представьте, да, теплый как бы стадион в таких широтах. Там его отопление только сколько стоит, не знаю. Ну, там центральное, как бы, по городу отопление, Серебряноборская ГРЭС. Трубы эти большого диаметра по городу, все разведено. В советское время, да. Да даже и сейчас, в принципе, топят так, что там форточку надо открывать, когда на улице минус 40. Кочегарят все. Мы обычно это пледами батареи завешивали, потому что, ну, там на всю катушку. Ну, чтобы не так жарко дома было. Там только кот там лежал на этом пледе, там за батарею это завалится. Я не знаю, как он там не расплавлялся, но ему нравилось. В общем, такие дела. Да, рассказал, короче, по пути. Ну, уже, по-моему, скоро финиш. Или нет? Я что-то затрындился и не пойму, где я еду. Ну, в общем, крадемся. Ладно, уже вечереет, короче. Всем удачи на дорогах. Завтра там Саня ждет газон в пути. Газон в пути, говорю. Дальневосточный дальнобой, да, тоже его корефан на газоне. Газонах Next, у них банда. Дальневосточный дальнобой, да. Покажу его. Шайтан Арбул. У меня 86 кубов, у него 82. Такой аппарат. Ну, понятно, что он по весу много не возьмет, но кубатура нормальная. Ладно, давайте, всем удачи на дорогах. Так, что тут сказать? Среди высоких сопок и зеленой тайги раскинулся красавец Хатыми. Ну вот поселок небольшой, тут дорожники еще стоят, там в стороне вроде как есть что-то живут. Ну пока, по крайней мере, не бросили его. Вот стоянка здесь и кафешки вот с красной крышей, и вот это слева тоже с красной крышей. Нормальная. Но тут что-то как-то у них душа такого ничего нету, насколько я знаю. А тут и душа нету, и походу места нету. Уже, ну, время-то 10-й час, а светло. Ну, я там вот вдоль бордюра, наверное, сейчас помещусь. Туда. Ну, чтобы можно было скрыться. Думаю, меня тут тяжеловато будет загородить, по идее.
поем, потому что мне надо стирку забрать. А там вроде как закрыли сейчас на взлетке, ну, для грузовиков заезд, не знаю, может, праздники пока, это День России, там народные гуляния какие-то были. Ну, или, может, дальнобойщики там засрали все и решили больше нас не пускать. Потому что, как бы, народ, когда стоит, что-то везде все бросают. Туалет в 3 метрах, обязательно надо под машину. Ну, как-то много таких, честно говоря. Ну, может, не знаю. В общем, до 9 стало работать, там прачечная, душ. Не знаю, перекушу, конечно, поеду туда, вдруг, мало ли, открыто заберу пакет, тогда да можно куда-нибудь проскочить еще подальше. Ну, а так вот по кафе Транзит вот здесь вкусное, ну, я пойду туда, там тоже вкусно. Все, ладно, финиш видео. Кто досмотрел, палец вверх.